седьмую годовщину заключения в тюрьму известного уйгурского литературного деятеля Ялкун Рози уйгурские НПО потребовали освободить писательницу. 3 января 2018 года Рози, известная как уйгурский литературный критик, писатель, оратор и издатель, была приговорена к 15 годам лишения свободы по безосновательным обвинениям в свержении государственной власти. Будучи ведущим исследователем уйгурской идентичности и редактором синьцзянского образовательного издательства, Рози способствовала распространению знаний об уйгурской истории и культуре. Рози опубликовала около 20 книг, посвященных уйгурскому образованию, религии, истории, культуре и защите богатого интеллектуального наследия уйгурского народа. Она была главным редактором более 90 учебников и факультативных пособий по образованию в области уйгурской литературы. Китай, который пытается представить Восточный Туркестан как туристический рай, использует все средства, чтобы обмануть международное сообщество, изменить его восприятие и использовать его в качестве инструмента своей пропаганды. По сообщению китайского пропагандистского агентства Синьхуа Ньюс стало известно, что китайский режим организовал поездку в Восточный Туркестан в период с 21 по 29 сентября под видом курса подготовки национальных лидеров СМИ по совместному строительству экономического пояса Шелкового пути, подготовив в результате материалы о регионе от журналистов из 17 стран. На следующей неделе 193 государства-члена ООН проголосуют за переизбрание некоторых членов Совета по правам человека. Ожидается, что 15 стран будут переизбраны, а Китай оказался переноминирован, несмотря на истечение срока его членства. В этот критический момент правозащитные организации призывают государства-члены ООН не допустить переизбрания в Совет по правам человека страны, которая, по мнению Верховного комиссара ООН по правам человека, совершила преступление против человечности в отношении уйгуров. Китай отреагировал на то, что США внесли 42 китайские компании в список экспортного контроля за оказание поддержки военной и оборонной инфраструктуре России. Заявление, сделано Министерством коммерции КНР, утверждалось, что США в очередной раз злоупотребили мерами экспортного контроля, расширив границы понятия «национальная безопасность» и ввели односторонние санкции против китайских компаний, используя чрезмерную юрисдикцию. Министерство торговли США объявило вчера, что оно включило 49 компаний, в том числе 42 китайские, в список организаций, к которым будет применяться экспортный контроль на том основании, что они оказывают поддержку российской военной и оборонной инфраструктуре. Делегация из 6 человек из Сената США совершает официальный визит в Китай под руководством сенатора, лидера большинства Демократической партии Чака Шумера. Визит делегации проходит в период повышенной напряженности в американо-китайских отношениях и поиска диалога. Хамас, который вчера утром нанес ракетные удары по Израилю, заявил, что число захваченных израильтян было во много раз выше, чем думал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и что они были найдены по всему сектору Газа. Израильская армия, объявившая войну Хамасу, призвала палестинцев в некоторых частях сектора Газа покинуть свои дома в целях безопасности и попросила их укрыться в убежищах.